Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Берестяные грамоты 17 века обнаружили на раскопках в Якутске. Это первая подобная находка на Дальнем Востоке. В чем уникальность найденных артефактов и что будет с ними дальше? Поговорим о раскопках и, главное, о редких находках с гостьей студии Надеждой Перникиной, историком-краеведом, помощником старшего лаборанта археологических раскопок Якутского острога. Надежда Августовна, здравствуйте. Доброе утро. Скажите, а вот как вы попали на раскопки Якутского острога? Моя основная деятельность связана со школьными музеями и краеведением, поэтому я всегда нахожусь, отслеживаю новости, связанные с историей и краеведением. В мае я узнала о том, что здесь будут проходить раскопки, уточнила, куда обратиться, к кому обратиться, и уже 25 мая я приступила к раскопкам данного объекта. Ого! А еще на каких-то раскопках в Якутске бывали? К сожалению, нет. Об этом я мечтала с тех времен, когда я была студенткой Красноярского пединститута. Но именно в тот момент меня всегда отправляли на камеральные работы. В принципе, в этом году я тоже на этих раскопках занята на камеральных работах. А что такое камеральная работа и что такое раскопки? Это разное немножко, да? Естественно, основная часть привлеченных наших горожан занимаются раскопками. Это послойно они снимают землю, находят артефакты, находят предметы, которые могут стать находками, а может быть и артефактами. Дальше они попадают к нам на отдел камеральной службы, как так, и мы там начинаем сортировать весь полученный материал, что в мусор, что и сортируем по наименованиям. Светмет, дерево, там, береста, керамика, стекло. И дальше идет определение, кто попадет в музей, кто попадет в массовку и кто попадет в музей. Имеется в виду из этих найденных предметов, находящихся на территории раскопа. Но вот раскопки, они же ведутся слоями, получается, и первые несколько занимает бытовой мусор, который для нас сейчас никакой ценности не представляет. Да, раскопки начинаются с техногенного слоя. Это тот слой, на котором находятся остатки арматуры, это сваи. И поэтому все фиксируется на месте. Когда что-либо находят, подходит еще один сотрудник камеральной службы, который фиксирует участок, там еще какие-то точные особенности, потому что у нас у каждого сотрудника свои обязанности, и поэтому мы стараемся не мешать и не вникать в эти особенности. Они там фиксируют, затем приносят к нам наш баллок, и мы там дальше начинаем работать. Это фотосъемка найденных всех предметов, далее это подсчет, фиксация, а потом уже начинается чистка, отмывание, опять съемка уже с наименованием, этикеткой, какой участок раскопа, к какой категории находок они относятся. Дальше все это заносится в компьютер, и дальше уже идет консервация найденных артефактов и находок. Ну, отмывание находок тоже происходит при каких-то особых условиях, потому что запах там стоит характерный. Естественно, но знаете что, нам повезло, что большинство наших находок находится в условиях вечной мерзлоты, поэтому особого запаха нету. И первое, что мы делаем, очищаем песок. Далее мы очищаем грязь уже в воде. Но, конечно, есть определенное сырье, которое может издавать запахи, но стараемся, практически сейчас лето, и поэтому основная часть работы проходит на воздухе, и поэтому слишком такого зловония, как такового, у нас нету. Единственное, что часть экспонатов обрабатывается определенными составами, и там, конечно, может быть некоторые такие специфические запахи. Но я могу сказать, что самый стойкий запах – это запах от комаров у нас. Ну, это да, своя специфика работы. Расскажите, как нашли берестяные грамоты? Еще и 9 штук сразу. Нет, раскопки начались еще 23 мая. Я приступила 25-го, но в связи с тем, что я была еще на основной работе, я приходила только по субботам. Когда я вышла уже в отпуск, то уже стала приходить чаще. Правда, меня в одно время забрали на Игры Азии, а сейчас я уже там постоянно нахожусь. В прошлый четверг был найден первый фрагмент берестяных грамот. Затем уже в субботу мы нашли еще очередные фрагменты. И возможно, что эти фрагменты могут быть частью одной грамоты, могут быть частями других грамот.
То есть для Якутии действительно это большая находка, что впервые найдены именно береста с записью. И причем записи сделаны не процарапанные, как в Новгороде, а чернилами. И они все датируются 1710-1710 годом, потому что там прямо так и прописано. Единственное, что мы не сразу могли определить датировку, так как в то время даты писали в буквенном порядке, и это была скоропись. Скорее всего, тот, кто фиксировал ясак, он должен был писать много быстро, и поэтому, видать, он применял понятие скорописи русской словесности. То есть, получается, все грамоты носят текст делового характера? Вот пока вот эти фрагменты, они относятся, да, к служебным записям, так можно сказать, Ну, отчетности. и люди-то не бедные были, получается, если чернилами писали. Но знаете что, это были не люди. Дело в том, что мы же находимся на территории бывшей воеводской канцелярии. Это административный центр того нашего старого Якутска. И здесь вот не было того понятия хозяйственного бытования, что там, как могли найти остатки пребывания человека, имеется в виду хозяйственной деятельности. Там не было бани, там не было магазина, там была администрация города того периода. И поэтому все артефакты в основном связаны будут именно... Вот в Новгороде эта часть города называлась Детинец, место пребывания князя. А у нас это административный центр. А когда-то будет опубликован перевод или, может быть, скан текста грамот произойдет для того, чтобы ознакомились? Так, ну, существует определенное понятие. Вначале находки определяются, они находки, артефакты, либо мусор. Далее, если это предстоящий артефакт, отправляются запросы узким специалистам, которые определяют назначение данного объекта, могут прочитать надписи, и потом после этого определяется, что это есть. Потому что мы находили берестяные фрагменты. Это могли быть и туеса, это могли быть просто даже береста. А то, что здесь потом при увеличении увидели записи, естественно, сразу прочитать не смогли, поскольку там своеобразная запись, похожа больше на вензели. Да? И когда получили информацию о первом фрагменте, что там действительно запись идет, потом уже к субботе нашли еще очередные, и потом так. Поэтому вначале идет работа с узкими специалистами, далее назначается день, когда официально это обнародовается, то, что вчера было произведено, и после этого есть обоснование считать данный предмет находок артефактом, фиксировать где-то и говорить о том, что это действительно то, что мы имеем, а не домыслы людей. Вот. В связи с тем, что береста – это очень такой хрупкий артефакт, на котором есть записи, сделанные чернилами, поэтому необходимо соблюдать особенности, связанные с тем, что туда не должен попадать солнечный свет. Естественно, что артефакты не дошли до нас в таком первозданном виде, они имеют какие-то либо дефекты, либо они как-то в сложном виде, и поэтому, чтобы их постепенно выпрямить, и чтобы потом не нарушить слой письменности, не нарушить слои бересты, они должны обработаться с определенным составом, сушиться в определенном порядке, при определенных там условиях, чтобы в дальнейшем это можно было читать и потом уже передавать, возможно, для фотосъемок, чтобы их можно использовать было уже в электронном варианте для научных целей, для научно-популярных целей. Ну, вообще-то это может изменить вообще всю научную карьеру тех, кто занимается этнографией. Естественно. Но знаете что, в то время, я полагаю, что в 17 веке было сложно сюда доставлять не только людей, но письменные принадлежности. И поэтому они нашли довольно-таки оригинальный, ну не сказать, оригинальный, доступный и долговечный способ сохранения и фиксации вот этой пушнины ясака, писать чернилами на бересте. Но, видать, после пожаров часть вот этих
как сказать, описей попала в грунт и пролежала довольно-таки большое время. И вот на сегодняшний день мы смогли их найти. И сейчас они обработаны, то есть они переданы на консервацию. Далее, когда с ними можно будет приступить к изучению, к определению, кто, где, когда что-то сделал, это уже будут узкие специалисты. И потом далее будет решаться судьба, где они будут экспонироваться, храниться и выставляться. А еще я слышала, что на раскопках нашли предметы гигиены, сделанные из бивни мамонта. Так ли это? Да, это был, причем вот сегодня сейчас июль, это уже было в июне. Нашли зубную щетку, рукоятка, которая была сделана из мамонтовой кости. В то время зубные щетки делали действительно либо из дерева рукоятку и набивали щетину дикого кабана. Щетинки могли быть, но потом в дальнейшем свинины, конский волос у нас большей частью по Советскому Союзу. Но вот уникальность в том, что она сделана из бивня мамонта. Кстати, там были найдены еще пуговицы, и тоже из бивня мамонта. Но это, скорее всего, более состоятельные люди, потому что в то время можно было застежки делать либо из дерева, либо только завязываться на веревочки, шнурки. Ну и получается, что это сейчас, так мы современно говорим, соединение с центральной Россией, с федеральным центром было налажено, а ведь пуговицы появились, по-моему, уже на конец Петровской эпохи. Ну, в принципе, да. Ну, да, потому что в основном-то в то время вдевались кулиски и таким образом фиксировались на линии пояса и на горловине, и на рукавах. Поэтому мы сейчас находим предметы, которые относятся к понятию находки. В дальнейшем кто-то пойдет в разряд артефактов, и далее будет дано им и научное описание, обоснование, комментарии, и будет сравнение, насколько типично для Якутии, насколько типично для России и для мира в целом. Раздолье большое для ученых. Естественно. Во-первых, берестяные грамоты вообще редко находятся. Чаще всего мы можем находить предметы быта. Это различные предметы вернее, утварь, как у нас туиски, возможно, какие-то предметы для рукоделия. А тут специально подготовленные фрагменты бересты для ведения записей. Это всегда является находкой, потому что там зафиксировано что-то, что можно прочитать, и потом уже будет являться письменным источником конкретного периода. А для Якутии это, конечно, впервые, и я думаю, что и для науки в целом это будет довольно-таки большим прорывом. Ну, наверное, кстати, появится потом направление, если такого еще нет, изучения какого-то сибирского края России, либо он обретет вторую. Просто сейчас расширится, наверное, еще одно направление в краеведении и в историографии, и в истории. Поэтому можно будет часть информации даже получить в бортовом журнале «Якутия». Я уже отправила первую статью, которая выйдет в августе. О раскопках. В то время еще не были найдены берестяные грамоты, и там было больше посвящено самим раскопкам, первым находкам. А сейчас уже можно следующую статью посвятить, наверное, находкам, артефактам. А их еще будет огромное количество. Надежда Августовна, благодарю, что пришли к нам сегодня, поделились интересной информацией. Приходите к нам еще. Хорошо. Кстати, здесь как раз есть фотография здания воеводской канцелярии, на территории которой мы сейчас проводим раскопки. Отлично. Все? Да. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.